Причиной достижения счастья для человека и его благополучия является упование на своего Господа и быть правдивым и честным, добросовестно и искренне
соблюдать законы Бога в дни его жизни на том свете, всегда и в любом состоянии, обращаясь к Аллаху искренне и с надеждой. И так, чтобы его время не занимало суета этой мирской жизни, стремление получить ее мимолетные, недолговечные достижения и плоды, чтобы тем самым не отвлекается от основного, а именно подготовки к жизни вечной, накопив полезный запас для жизни после конца света. Именно это и есть путь праведных и благочестивых. Это путь богобоязненных, таких людей, которых описал нам всемогущий Аллах в Священном Коране, сура Ан-Нур. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. Всевышний Аллах сказал: это истинные мужчины, достойные люди, которых торговля, уездная и бизнес на месте не отвлекают от поминая Аллаха, зикр языком и сердцем, выполнение намаза и выплата заката, они постоянно с зикром, и когда наступает время намаза, сразу с готовностью прерываю торговлю и выполняю намаз. Они богобоязненны и готовятся к тому дню, то есть к судному дню, когда сердца и взору станут иными изменяются. Праведные люди, несмотря на то, что они работают, занимаясь торговлей и бизнесом для обеспечения своих жизненных потребностей, не отвлекались от поклонения. Это не стало препятствием от постоянного возвеличивания всемогущего Аллаха, которое усиливало их ощущение ответственности и укрепляло их богобоязненность. Это и есть пример истинного верующего, настоящего соблюдающего мусульманина, который не тратит попусту свое время, а проводит каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизни с пользой, живет полноценно, полной грудью, постоянно совершая добрые дела. Его целью является то, что принесет счастье в следующей вечной жизни. Ведь богобоязненный на том свете. Эта жизнь не сама цель, это не идеал и не предел наших желаний. Это явление, исчезающее, как рассеивающаяся тень. Помните, что этой бренной жизни пропитание дано и благочестивым, и грешникам. Воистину, как бы человек долго не жил на этом свете, жизнь быстротечна и неизбежно настанет смерть. Этот мир для Аллаха не имеет никакой ценности и на самом деле не заслуживает такого внимания, чтобы нам хвататься за ее мимолетные наслаждения. Это всего лишь мост к раю или аду. Сказано в Священном Коране, сура Аль-Хадид, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتخافر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Всевышний Аллах сказал: знайте, что мирская жизнь всего лишь как игра и потеха, украшение, просрочное, броское и похвальство между вами, когда люди похваляются друг перед другом и стремление к приумножению богатства и детей. Эта жизнь подобна дождю, после которого растения восхищают верующих, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшим, после чего они превращаются в труху, а в жизни на том свете есть тяжкие мучения, а для верующих там есть прощение от Аллаха и одобрение. Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. Абу Саид аль-Худури передал хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна дунья хулватун хазиратун, ва инна Аллаха мустахлифукум фиха, ва янзуру кайфа та'малун, ваттаку дунья, ваттаку ниса». Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: воистину, жизнь на этом свете внешне выглядит красивой, сочной, сладкой, зеленой. Воистину, Аллах дал нам жить тут, и это великое испытание. Обратите внимание на то, что и так вы делаете. Будьте осторожны с этим миром и будьте внимательны и осторожны в отношениях с женщинами. Овцы, которую выбросили хозяева, сказал: «Валлази нафси биядихи, лад-дунья ахвану ала Аллахи мин хазихи ала ахлиха». Клянусь тем, ведь власти моя душа, что мирская жизнь для Аллаха не представляет ценности, она не значит для Аллаха больше, чем эта дохлая овца для ее хозяина. Также перед Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если бы этот мир у Аллаха по значимости и ценности равнялся крылышку комара, то Аллах не дал бы неверующим на этом свете испить даже одного глотка воды. Что в действительности представляет собой эта мирская жизнь. И дано указание, каким должен быть человек в покорности Всевышнему Создателю, сосредоточить свои возможности для того, чтобы следовать путем верности и богобоязненности, а также не давать греховным желаниям и похоти руководить нами, не давая мирским удовольствиям обмануть нас. К великому сожалению, многие люди закрывают глаза на явное, симулируя свои невидения. И они опустились до того, что они питают пустые надежды и несбыточные мечты. Их сердца охвачены злом, как будто для них не существует другой жизни, кроме жизни на этом свете. Если любовь к мирской жизни завладеет сердцем человека, это заставляет его забыть о зикре и покорности Творцу.
А это, в свою очередь, приводит к тому, что человек забывает о самом себе, в результате чего он портит и губит себя, объясняя, в каком несчастном положении находятся такие люди. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма зи'бани джаи'ани урсила фи ганамин بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже два голодных волка, напавших на стадо овец, не могут нанести столько вреда этим овцам, сколько наносит вред для духовности и веры, рвение человека к богатству и положению в обществе. Передано о том, что пророк Иса говорил: любовь к мирской жизни – это основа всех ошибок. Некоторые ученые сказали: «Ман ахабба дирхама ва динара фальятахия лизулли». Тот, кто полюбил дирхам и динар, пусть готовится к унизительному положению. Воистину, одним из признаков того, что любовь к мирской жизни завладела сердцами людей, а также полностью подчинила себе некоторых людей, является то, что у таких людей не остается никакого стремления и переживания, кроме как за достижение славы, признания широкой известности. При этом человек не уделяет внимания соблюдению шариата и сохранению чести и достоинства, а другие люди не переживают ни за что, кроме как за накопление денег и приумножение богатства. И при этом они избирают такие пути и способы обогащения, которые являются сомнительными, опасными и запрещенными. Передано о виде вреда, остережение от этих вред и предупреждения об их последствиях. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый, чье тело взращено на хараме, заслуживает наказание в аду. Дорогие братья, имам Ахмад передал хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям: يوشك أن تداعي عليكم الأمم من كل أفق كما تداعي الأكلة على أسمتها. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: скоро наступит такое время, когда разные народы за всех концов света объединяются против вас, будут набрасываться на вас, подобно тому, как зовут друг друга и сбегаются жаждущие пищи к своему блюду. Мы спросили: о посланник Аллаха, это будет от того, что тогда нас будет мало? На что он ответил: в то время вы будете подобны мути, которую несет слепый поток. У ваших идет почтительный страх перед вами, а у ваших слабость. Мы спросили: а что это за слабость? Он сказал: хуббу-дунья ва карахиятуль маут. Любовь к этому миру и неприязнь смерти. Дорогие братья, будьте бдительны и осторожны от того, чтобы не попасть в сети беспечности, небрежности и глупости. Не уклоняйтесь от поклонения и покорности Творцу. Не отдавайте предпочтение мирской жизни над вечной. Не увлекайтесь мирскими богатствами,
всемогущий Аллах осуждает и порицает тех, кто относится беспечно к своей вере. А также Аллах превозносит и хвалит тех, кто богобоязнен и сохраняет себя от похоти и греховных страстей. Богобоязненные люди тщательно готовились к следующей жизни, и Аллах всемогущий дал разъяснение о том, каково положение каждого. Священник Аллах, священный Коран сказал, сура Ан-Нази'ат: «Фаамма ман таqa ва азара аль-хаят الدنيا فإن ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى». صدق الله العظيم. Всевышний Аллах сказал: тому, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, воистину его пристанищем будет ад. А тому же, кто был богобоязненным и готовился к отчету, удерживая себя от греховных страстей, его пристанищем, его обителью будет рай. Уважаемые единоверцы, будьте богобоязненными, и пусть вас не обманут эта мирская жизнь, пусть вас не охватит гордыня и погоня ложными обещаниями. А если он зовет свою партию, то есть последователи к тому, чтобы они стали обитателями племенного ада. С этими словами я обращаюсь к Аллаху.